Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучей по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса, и тогда бы не распознал, что это такое. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, можно было догадаться, что это просто черт, которому последняя ночь осталось шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, а между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужие отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем. В такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате. Там теперь будет добрая попойка. Как бы только нам не опоздать. Что за дьявол? Смотри. Смотри, по нас. Что? Как что? Месяца нет. Что за пропасть? В самом деле нет месяца. Право, как будто насмех. Нарочно сидевший в хате, глядел в окно. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи.
Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе. Так, пожалуй, останемся дома, а? Нет, кум, пойдем. Нельзя. Нужно идти. Сказавши это, Чуб уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь, но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно. Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше 40 лет. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных казаков, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, и казак Чуб. Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Хитрость и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, что Солоха точно ведьма. Едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и угощал побранками себя, черта и кума. Стой, кум. Мы, кажется, не туда идем. Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель. Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги? А я тем временем поищу здесь. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, пошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица-дочка. Оксане, не минующей 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? И в щеках, и в губах.
Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша я. Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женой. Да, парочки, вам ли читать? Вы поглядите на меня, как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! А? Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтоб выгнала за дверь лопатою? Вмиг пронюхайте, когда отцов нет дома. Что, сундук мой готов? Будет готов, моя Сендонька, после праздника будет готов. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Что ж тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь и мне сесть возле тебя. Садись. Ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя. Поди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парустками. Постой, я сам оттворю. Чего тебе тут нужно? Нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Кто ты такой? И зачем таскаешься под дверями? Нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами. Убирайся к черту со своими колядками! Что ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон! Что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу коледовать, да и полно. Да ты от слов не уймешься. Ты, вижу, не в шутку дерешься. Еще больно дерешься. Пошел, пошел! Постой ты, бесовский кузнец. Чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Однако ж, ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Пойти бы. В то время, когда проворный Франт с хвостом и козлиной бородою летал из трубы, потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которой он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно, зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел, песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились коледующие. Ненаглядная Оксана, я тебе достану такие черевики, какие редкая паночка носит. Ты! Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?
Видишь, каких захотела? Да. Будьте все вы свидетели. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Нет. Полно. Пора перестать дурачиться. Голова, стряхнув с своих капелюх снег, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провесть вечер с нею. Отворите, дрожайшая Солоха. Спрячь меня куда-нибудь. Мне не хочется теперь встретиться с дьяком. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее, и не испугался метели. А что это у вас, великолепная Солоха? Как что? Рука, Осип Никифорович. Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха? Будто не видите, Осип Никифорович. Шея, а на шее маниста. На шее манисто. А это что у вас, несравненная Солоха? Ах, боже мой, что они лицо? Что теперь, если составят особого его звания? Ради Бога, добродетельная Солоха, ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13. Стучаться! Ей-богу, стучаться! Спрячь себя куда-нибудь! Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Может быть, я помешал? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?
теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Отвали! Стучит кто-то. Отвали! Это кузнец. Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому. Чтоб его наближало дьявольскому сыну, под обеими глазами по пузырю, копну величиною. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я дурел совсем. Кой, черт! Мешки стали как будто тяжелее прежнего. Дурень я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, что я за баба? Хоть 10 таких мешков, все подыму. Взять этот. Тут, кажется, я положил инструмент свой. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха. Дурач кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Куда, Вакула? Прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Он повредился. Пропащая душа. Пойти рассказать, как кузнец повесился.
Куда я в самом деле бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средства. Пойду к запорожцу пузатому пацюку. Этот пузатый пацюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Я к твоей милости пришел, пацюк. Пропадать приходится мне грешно. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Что ж, пацюк, как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту. Расскажи хоть, как примерно сказать, попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить. У кого черт за плечами. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Оксана будет сегодня же наша. Изволь. За такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делаю. Я готов. У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь. Постой, голубчик. А вот это как тебе покажется? Помилуй, Вакула. Все, что для тебя нужно, все сделаю. Не клади на меня страшного креста. Вези меня сей же час на себе. Слышишь? Неси как птица. Куда? Петербург. Прямо к царице. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую? Из досады станет ее называть первую красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Постойте! Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Это кузнецовые мешки. Тащим скорее их ко мне в хату. Но мы не поднимем их. Постойте, побежим скорее за санками и отвезем на санках. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках. Видишь, какие мешки кто-то бросил на дороге. Должно быть, тут и свинина есть. Какие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Нет, одному будет тяжело есть. Вот как нарочно идет
таскать. Помоги, человек добрый. Мешки здесь. Кто-то коледовал, ты кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам. Куда же мы понесем его? Мы отнесем его в мою хату. Там никто не помешает. Жинки нет дома. Кто там? Вот тебе на. Покажите мне сейчас! Слышите? Покажите сей же час мешок ваш! Лысый черт тебе покажет, а не мы. Тебе какое дело? Мы наколедовали, а не ты! Нет, ты мне покажешь! Он ты пьяница! Давай, это тут лежит целый кабан! Кабан! Это наш кабан! Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро! Это не кабан! Из какого человека кинуло в мешок? Это кул! А ты думал, кто? Что, славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины, а? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Это дьяк. Вот тебе на. Ай да солоха. Посадить в мешок. То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по 2 человека. Вот тебе и солоха. Нечего делать, после этого. Посмотрим, что-то лежит тут. А! Тут сидит кто-то. Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелый? Ах, батька, в мешке сидит кто-то. В мешке? Хе. А где вы взяли этот мешок? Кузнец бросил его посреди дороги. Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человечи, прошу не погневиться, что не называем по имени Отечеству. Вылезай из мешка. И голова влез туда же. Ишь как. Должно быть, на дворе холодно. Морозец есть. А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем? Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
спросил я с дуру, чем он мажет сапоги. Ай да солоха, этакого человека засадить в мешок. Ишь, чертова баба. А я дурак. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно. И даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо них, сидя в горшке колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. Боже ты мой, сколько тут панства! Прямо ехать к царице. Нет, страшно. Тут где-то пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам. Здравствуйте, панове! Вот где увидели. После потолкуем с тобой, земляк. Теперь же мы едем к царице. К царице. А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой. Тебя! Что ты будешь там делать? Не можно. Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. Возьмите. Проси. Возьмем его в самом деле, брат. Я могу быть тихо. Пожалуй. Возьмем. Боже ты мой, какой свет! У нас днем не бывает так светло. Что за лестница? Жаль ногами топтать. Какие украшения! Боже ты мой, что за перила! Какая работа! Тут одного железа рублей на 50 пошло. А, что за картина! Что за чудная живопись! Боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, на копейку не пошло. Все ярь да боками.
Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев, будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики? Тань, если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему в сей же час башмаки самые дорогие, золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Боже ты мой, что за украшение? Куда? Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя. Помилуй, батька, не гневись. Вот тебе и нагайка, бей да не гневись тут. Ну, будет с тебя. Вставай. Ну, теперь говори, чего тебе хочется? Отдай, батька, за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе. Добре, присылай сватов. Погляди, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица. Нет, нет, мне не нужно черевиков. Я и без черевиков